Но мы не можем допустить, чтобы кто-то по хорошим дорогам будущего ездил на «Мерседесах», а кто-то прозябал в бараках, которые разваливаются у нас на глазах. Мы должны стимулировать строительство недорогого, комфортного, энергоэффективного и экологичного жилья. Мы с вами должны вытащить людей из трущоб. Это одна из важнейших социальных и политических задач. Это просто долг наш перед гражданами России, которые до сих пор живут в таких условиях. Нам нужно решать первоочередные задачи, самые острые. Нужно закрыть проблему с аварийным жильем. И из трущоб людей вытащить. Вот что нужно сделать. Хотя аварийное подчас мало чем отличается от ветхого, но тем не менее нужно действовать поэтапно. Хотим, чтобы 5 миллионов семей получало новое жилье в год, то строить нужно 120 миллионов. Позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб. И так, чтобы новые у нас не росли, эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались. Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть, надо вытащить людей из трущоб. Мы постоянно тоже об этом говорим, нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание. Федеральная программа с началом СВО, откровенно, по аварийному жилью, она приостановлена, чтобы вы понимали. То есть здесь, вот сейчас сказать, что завтра все мы аварийное жилье поставим, было бы неправдой. Пока мы немножко не вздохнем после СВО, какие-то деньги не появятся, мы эту тему вообще не продаем. Я вам и говорю, как есть на самом деле.